Добрий вечір, шановні радіослухачі. Добрый вечер, уважаемые слушатели. Ахшам Шерифлеренас, Хайрлы Олсен, Урметля радио Дунлейджилера. Это программа «Мусафир Вахта» о жизни современных крымских татар. У микрофонах Алисия Зенедин. И мы продолжаем знакомить вас с интересными людьми. Уважаемые слушатели, хочу сказать, что классические кофейные напитки, альтернативный кофе и изысканные десерты, музыка и дизайн, всегда улыбчивые работники – где это? Я знаю, что вы подготовили ответ. Да-да, это в Такаве. Сегодня у меня в гостях основатели кофейни Такава Сидбекир Сулейманов и Эрвин Меметов. Добро пожаловать к нам в студию. Хош кельденас. Селям алейкум. Селям алейкум. Как ваше настроение? Круто. Отлично. Ребята, когда к вам заходишь, вот именно та ситуация, которую я писала, она и торжествует. Скажите, как вам удается создать такую атмосферу в заведении? Ну, мы пытались сделать заведение, где будет просто уютно. Вот просто уютно, чтобы ты приходил, получал удовольствие и не больше. Только сегодня послушала интервью основателя Startup Ukraine Анны Петровой. Она говорила о том, что, в принципе, на каждом курсе Startup Ukraine есть люди, которые хотят создать кофейни. Возможно, 2-3 человека. И, в принципе, удержаться в рейтинге не так уж и легко. А вы, как мне известно, на этой неделе вообще попали на первое место Foursquare. Как это удалось? Расскажите. Я думаю, что скоро можно уже будет говорить с вами о менторстве и об успешности. Ну, косметолса. Я думаю, что... Ну, мы в первую очередь любим свое дело. Это заметно, правда. Мы любим свое дело, мы вынашивали очень долго это заведение. И вообще эту идею. Это первое наше заведение. Косметолса, может быть, будет в ближайшее время еще одно. Да. Я думаю, успех в том, что мы просто любим свое дело. В первую очередь мы туда ходили, когда мы делали, изначально строили концепт, мы просто ходили счастливыми на работу. И придумывали, собирали со всего мира по кусочку самое лучшее. Я не знаю, насколько получилось так, как мы хотели, потому что мы все равно дорабатываем все время. У нас каждый день какие-то доработки. Ну вот у меня такой ответ. Как возникла идея создания кофейни? Бекет, если скажешь. Сложно рассказать. По поводу Foursquare хотел добавить. Эрвин на самом деле заставляет всех ставить оценки. Вот он секретик раскрыли. Секрет просто нет, я шучу. Действительно, там столько людей уже отметилось, это сложно всех заставить. По поводу идеи создания... Мы за 20 дней добились. 20 Супер. дней мы всего лишь. Да, это правда. Отличный результат. Я очень хотел, при том, что я там расстроился, что у нас 9,2, там, а не больше. Я хотел, чтобы больше было, ну, вот так. Очень круто. Не, это говорит о том, что это не накрученное, да, было бы 10, это выглядело бы подозрительно, а 9,2 нормально. По поводу идеи создания, это на самом деле настолько долгий был процесс, сложно так сейчас его описать в какие-то короткие секунды. У меня где-то в глубине души всегда было желание, вот кофейня, ну, мне нравится все от того, как это выглядит, сам кофе, продукт нравится, как это подается, все мне это нравилось. Эрвин, кроме того, что оно у него было внутри, он еще и это выплескивал наружу, да, то есть он об этом говорил, и он этой идеей бредил. Вот, и, собственно, один день там, мы познакомились, и слушая постоянно его историю о том, как он хочет кофейню, каждый день это проговаривалось по несколько раз, и вот то, что у меня было внутри, где-то в глубине, он это поднял, и я настолько, так же сильно поверил в этот проект. С того дня мы уже год, скоро будем отмечать годовщину, как мы вместе занимаемся этим проектом. Мы каждый день что-то добавляли к этой, знаете, по пазлу, по крупинке, добавляли к этой большой карте, которая называется Такава на сегодняшний день. Уже сложно сказать, на самом деле, кто ее любит больше из нас. Мы ее любим одинаково сильно. Вот как-то так, да. Началось с простых вещей, со знакомства. О дизайне любви и названии мы поговорим после небольшой музыкальной паузы. В эфире радио Крым Реалии, Альфа Лео и Бедей Севга. Sen yoksun yanımda
Группа Альфа Лео с песней «Эбиды Севгэ». Это проект Мусафир Вахта о жизни современных крымских татар. У меня в гостях Эрвин Меметов и Сидбекир Сулейманов. Мы говорим о кофейне Такава. Обещала, что продолжим разговором о дизайне. Над дизайном вы работали очень долго. С вами работали братья Юдины и работают по сей день. Я правильно понимаю? Да. У вас есть джезве. Вы не забыли о том, что мы все являемся здесь крымскими татарами, и вот не скажу, что маленький, а большой элемент вы внесли в кофейню. Как возникла эта идея? Я расскажу. Давай. Мы строили заведение и строили его в скандинавском стиле. И дизайн должен был состоять из дуба, из натурального дуба. Это было вложено там 80% в концепцию. Мы хотели дерево, чтобы это было уютно. Мы ездили по Европе, смотрели, там были в разных кофейнях. В принципе, дерево — это тот материал, который дает тебе там отдохнуть на подсознательном уровне. И когда дизайнеры, мы встретились с ними, чтобы посмотреть дизайн-проект, висели в джезве. Я этого даже не проговаривал с ними. Я говорю, а почему джезве? В принципе, мы там скандинавская кофейня, там, третьего поколения, там, культура джезве в Европе не так развита. Он говорит, ребят, вы же крымские татары, в любом случае надо, чтобы какая-то нотка крымских татар была. И вот так она, в принципе, и возникла. Почему? Потому что у нас там много медных джезве висит. Сколько их там висит? Я как-то считала, но я сбила счета. 13, если 19. После этого мы ко всему подходим основательно, по очереди. Мы вначале классику заводили. Мы заводили напитки эспрессо, капучино, латте, над ними работали. На данном этапе мы прорабатываем кофе в турке, но только не по европейским стандартам, а по крымско-татарским. Но тут немножко тяжело. Почему? Потому что в Киеве тяжело подобрать зерно, это не в Крыму, потому что на самом деле у нас своеобразное зерно должно быть под крымско-татарский кофе. Но я думаю, что через пару недель мы введем кофе в турке по крымско-татарскому рецепту. Вот так. Здорово. А есть ли у вас самый любимый кофе в Такава? У меня есть. Какой? Какой? Но я пью чаще всего альтернативу. Все знают, все мои друзья знают. Я называю это ракета. Все наши посетители, постоянные гости знают, что это уже как в массу идет ракета. То есть мы называем там «заварите мне ракету». Это значит V60, это по-любому будет провер сверху вниз, мы наливаем воду. Я люблю теперь только альтернативу. И немного мне там уже отхожу от напитков с молоком. В социальных сетях я вижу, как вы анонсируете, что у вас новая кухня, новый десерт, новый вид кофе. Расскажите, пробуете ли вы все то, что вы рекомендуете своим посетителям? Да, безусловно, конечно. Это все проходит через Первый наши дегустатор рты. вы. Мы страдаем, да, это все тяжелый груз этой вкусной еды ложится в первую очередь на нас с Эрвином, да, и, конечно же, на команду, потому что людям очень важно понимать, да, то есть, что они продают. Это должно нравиться всем. Если это не нравится всем, оно у нас не задерживается. Потому что ребята, которые предлагают, да, официанты, бариста, им должно самим все это нравиться. Если не нравится, слушай, как ты предложишь человеку то, что тебе самому не нравится? Поэтому, да, в первую очередь это понимаем мы, через себя фильтруем, доводим это команде, команда еще раз через себя профильтровывает, и уже процеживаются такой очень вкусненькие десертики. А над кухней, я думаю, это будет очередной взрыв. То, что мы готовим в кухне, такого я в Киеве... Во всяком случае, не находил вот так напрямую. Кусочки где-то лежат, да, но чтобы вот они были собраны в таком формате, я думаю, это будет у нас впервые. Дайте нам еще немного времени. Да. Ребята, подскажите, на сегодняшний день можно выпить вкусный кофе, съесть десерт, а какие планы в дальнейшем, кроме кухни? Угу. Планы грандиозные, слушай, планов так тебе и не описать. Вот мы постоянно с Эрвином говорим о том, что, слушай, еще столько дел, как это все успеть. Не хочется, знаешь, говорить наперед, для того, чтобы потом ты через месяц пришла и сказала, ребят, а где, вы же мне говорили, а мы такие, Халисия, не успели, да, или мы уже передумали, ушли вперед. У нас очень часто что-то меняется, потому что если почитать нашу переписку с Эрвином еще год назад, да, то, как мы видели кофейню тогда, вот буквально недавно мы об этом говорили, ты в нее не зашла. Потому что это была смесь кофейни с чебуречной. Вообще, то есть абсолютно, да, было желание, но не было конечного понимания, как он должен выглядеть, этот продукт. И на сегодня каждый день это меняется. Кухня, вот мы сейчас анонсируем кухню, мы уже, по-моему, более-менее в нее поверили, потому что перед этим
ты не видела, сколько у нас было ошибок в кухне. Это уже 7-я кухня, наверное, у нас, которая сегодня есть, которую мы пытаемся внедрить. Потому что очень тяжело. Кофе это такой настолько специфический продукт, особенно если ты говоришь, что мы конкретно кофейня, мы не ресторан, мы не кафе, мы не паб и прочее. Не все с ним сочетается. Тебе будет странно видеть спагетти на столе нашей кофейни, ведь правда? А мы пробовали. Действительно, мы решили, слушай, а почему бы и нет? Потом, были совершенно такие космические идеи. На сегодняшний день, вот, мне кажется, более-менее поняли, что это концепт здоровой еды нам подходит. Потому что здоровая еда, хороший кофе и прочее, это как-то сочетается. Я думаю, вы приходите, я вам обещаю, каждый месяц будет что-то новенькое. И вот вы приходите всегда это подметить, а потом будем обсуждать. Еще год назад вы поверили в идею, вы поверили в друг друга. У каждого дела существуют лидеры мнений, возможно, менторы. Кто вам помогает, кто является лидером мнений Такавы? Я думаю, мы друг другу. Мы друг другу помогаем, мы не берем извне каких-то там лидеров. И, наверное, если бы у нас были бы какие-то извне лидеры, то мы год назад уже бы начали бы слушать кого-то и делать правильно сразу. А мы методу проб, ошибок. Год назад, когда мы начали заниматься этим делом, было немного страшно. Потому что Киев большой город, здесь огромная конкуренция, здесь люди с другими возможностями, с другими деньгами. На данном этапе мы работаем всего лишь 20 дней. У нас огромный багаж знаний. Наверное, мы даже готовы делиться, если там кому-то можно помочь. Я всегда говорю там крымским татарам, ребятам, кто с Крыма, пусть приходит, мы там всегда поможем, подскажем. И в кофейном бизнесе, и просто в бизнесе, и как вообще все это происходило. Вот на данном этапе мы друг для друга и есть лидеры. Я даже замечаю, что там, я, бывает, просаживаюсь на дней 5. Вот я чувствую, что у меня не то чтобы апатия, но у меня мне нету каких-то интересных мыслей, в голову не идут. И я как-то там спокойно иду. Потом у Бекира раз какая-то просадка идет. То есть мы, в принципе, друг друга дополняем. При том, что мы каждый день стараемся видеться в любом случае. Даже если мы не работаем, мы всего лишь один день выходной пытаемся себе брать. И в этот выходной мы по-любому воскресенье идем в парк, гуляем. Иногда вдвоем, иногда кого-то еще берем. Просто погуляем 2 часа по парку, потом разъезжаемся. У него уже семейные дела, у меня Хсметулоса семейные дела. Я там готовлюсь, Хсметулоса к ним. Ну вот так вот. Какой штат сотрудников у Такавы? Сейчас 17 человек. Здорово, это ребята работают посменно. Работают посменно, но в смену работает 10 человек. У нас есть 3 человека стабильно, это управляющий, это СММ-менеджер, есть, там еще там бизнес-структура у нас еще есть, которая отвечает люди за это, и еще 7 человек на смене. Я думаю, если взять еще и команду нашу, да, то есть если там и наших дизайнеров привлечь, нас самих посчитать, то это за 20 задержит. Это люди, которые непосредственно принимают участие в этом. Кого объединяет сегодня Такава? Я думаю, добрых людей. Добрых и прогрессивных. Вот действительно, мы начали с Эрвином замечать, кто к нам ходит, да? Это молодежь и очень прогрессивная молодежь. В первую очередь, я не говорю молодежь, это, я бы сказал, где-то 20-40, наверное. Вот такой вот действительно, кажется, не так уж и узко, да, но все равно вот это плотный поток людей, который идет. Это творческие люди, айтишники, это дизайнеры, это исполнители. Вот нам очень приятно, то, что к нам ходят действительно люди, которые добились каких-то высот, да, они уже понимают вкус кофе, да, в нашем случае, а в целом они понимают вкус жизни, как должно все строиться, и они выбрали нас, а не других. И вот когда мы видим всех этих заряженных, светлых людей, это, наверное, нам придает вот той дополнительной мотивации, которая вот иногда просадками нас поднимает опять наверх, мы всплываем и опять бьемся, потому что, нам нравятся люди, которые к нам приходят, вот очень. И при том, что у нас, мы там будем говорить там про разных людей, мы счастливы и довольны, когда они приходят не один раз. У нас огромное количество уже людей, которые приходят каждый день. Я не могу сказать сколько, но я предполагаю, наверное, 25 человек у нас стабильно каждый день. При том, что это люди есть, ребята работают на Воздвиженке, в других, я просто знаю именно, кто работает на Воздвиженке. Ребята приезжают с других концов города. Холесек к нам часто заходит. Я только хотела сказать о том, что когда я пришла впервые на первое открытие, еще тестовое,
Эрвин у меня спросил, Халисе, как, и я сказала тогда, что с послевкусием. Это для меня очень важно. Если внутри тебя остается такое ощущение послевкусия, то значит это лучше, чем круто. Это намного круче. И действительно, это правильно, это очень классно. Давайте анонсируем событие, которое будет в эту субботу. Это у вас будет Хэллоуин-пати, правильно? Да, это костюмированная пати, не воспринимайте это как какое-то религиозное движение. Мы просто, слушайте, подумали, почему бы нам не провести. Это очередной повод собрать нашу аудиторию еще раз в кофейне. На самом деле это все очень прогрессивные люди. Костюмированная вечеринка, ты знаешь, сегодня в Киеве настолько все замотаны и измотаны, и нет ни секунды времени расслабиться. И вот мы предлагаем и берем на себя эту ответственность сделать вечер субботы каким-то запоминающимся. И вот давайте попробуем. Слушайте, я сам никогда не участвовал в таком, вот никогда не приодевался, не красился специально. Слушай, давай попробуем. Приходи. Здорово, Чохсагл. То есть в эту субботу, уважаемые друзья, ждут вас в Такава. Что вы пожелаете нашим слушателям? Слушать. Я бы пожелал бы, если мы говорим про ребят, которые переехали в Киев, не бояться заниматься каким-то делом, там, бизнесом или устраиваться на работу. У нас, в принципе, и была изначальная идея, мы когда хотели делать кофейню, и мы думали, может быть, что-то еще. Задача была встать на ноги плотно в Киеве. Это есть инструмент. У нас есть какие-то дальновидные планы, это все постепенно. С Метоса мы идем к ним уверенно. Я даже думаю, что порой мы очень быстро к ним идем. Я бы нашим слушателям пожелал бы уверенности в такое время и позитива. Да, слушайте, на самом деле такие тяжелые времена и для нашего народа, и для всего мира в целом. Я считаю, что мы очень достойно справляемся с теми задачами, которые сегодня стоят. И я вот хочу видеть побольше таких людей, которые не боятся, ставят высокие цели и уверенно к ним идут. Сагл, сегодня у меня в гостях были основатели Такава Сидбекир Сулейманов и Эрвин Меметов. Уважаемые слушатели, за вкусом и атмосферой идем наслаждаться в Такава. У микрофона была Халисе Зенедин. До встречи на радио Крым Реалии. Корошкенджи.